Продолжение темы. Много лет государство безуспешно ведет борьбу с должниками, которые не оплачивают услуги ЖКХ. И вот с 1 января этого года законотворцы предприняли еще одну попытку навести порядок в платежах за коммуналку. Руслан Фаткулин продолжит. Указ Энергосбыта, так же как в магазинах, аптеках и поликлиниках, несмотря ни на какие финансовые потрясения, всегда будут очереди. Но одновременно с этим всегда будут и те, кто не спешит нести свои кровные в кассу. И таких немало. Общая сумма задолженности за свет в Мирнинском районе исчисляется десятками миллионов рублей. По задолженности по Мирнинскому району, конечно, на конец 2015 года она отличалась от того, что сейчас цифры, потому что к Новому году, когда люди психологически и сами хотят оплачивать задолженности, чтобы у них не выросло. В конце 2015 года по Мирнинскому району, то есть те, которые официально входят ни Сунтар, ни Нюрба, у нас задолженность была 48 миллионов 116 тысяч. А по настоящее время немножко она снизилась на несколько миллионов, и на 1 января 2016 года упала почти на 4 миллиона, 44 миллиона 100 тысяч. Но с начала этого года штрафы за просрочку платежей вырастут в 2 раза. Теперь, если человек, к примеру, не оплатил за электричество, потребленное им за январь, государство разрешает ему оплатить этот счет в течение следующего месяца без штрафных санкций. Если в феврале долг не погасить, за каждый день просрочки должнику начислят пени в размере 1/300 ставки рефинансирования или 0,03% от суммы долга. А спустя еще 2 календарных месяца пени увеличатся до 0,08%. Если же человек не будет платить за коммунальные услуги вовсе, к работе подключится служба судебных приставов.